Интернет и социальные сети стали неотъемлемой частью нашей жизни. Каждый день мы листаем ленту новостей, переписываемся с друзьями, читаем статьи и посты в различных сообществах. В Абхазии социальные сети давно стали популярной информационной площадкой. Абхазский сегмент Фейсбука, как и само общество, разный. В нем много политики, социальных проблем, личной и публичной жизни. Активный пользователь Фейсбука Виолетта Кация больше 10 лет живет в Швеции. Для нее Фейсбук – это в первую очередь способ связи с родиной, возможность наблюдать за общественными процессами, происходящими в стране. Виола является администратором нескольких групп. Я как будто вот нахожусь дома, общаюсь с друзьями, с родными. И потихонечку как-то меня то туда, то сюда завлекло в, в процессы, как это сказать правильно, общественной политики вот этой нашей. По возможности реагируем, но я одна из тех, которая вообще не приемлет вот это вот сказала-мазала. Я противница всякой вот этой, если это можно сейчас сказать, вот этой вот грязи, которая происходит у нас. И очень болезненно отношусь ко всему этому, потому что довольно-таки мне неприятно, что мы, взрослые люди, там можем себе позволить какие-то высказывания, в основном анонимно. Вопрос анонимности в интернете – щепетильная тема, у которой нет однозначной трактовки. С одной стороны, анонимность дает некоторые преимущества. Человек может свободно высказать свое мнение, не боясь давления со стороны. С другой, скрываясь за псевдонимом, люди зачастую публикуют необоснованные оскорбления, ложь, угрозы, провокации, используют подлог фактов. Основная масса анонимов, тоже я их опасаюсь в плане того, что то, что сейчас происходит, и то, что льется именно с уст анонимов, я иногда даже это как бы считаю опасным. Опасным не просто так вот, а вот опасным именно для личности человека, за которого они говорят. Люди могут пострадать, они даже не несут за это ответственности. И в уме где-то там внутри, возможно, они до конца не понимают того, что может произойти. Они думают, что сегодня они здесь анонимы, а после того, как они выходят с "Фейсбука", это все ушло и там в "Фейсбуке" осталось. Нет, на самом деле это не осталось в "Фейсбуке", это вышло. И это отражается, отпечаток оставляет на жизни определенных людей. Анонимность часто используют в политических целях. Одни создают определенный посыл и стратегию, другие распространяют информацию. Я бы не сказала, что категорически против анонимных пользователей. Есть анонимы, которые очень грязно подают информацию, да. Мы это все наблюдаем на просторах интернета, ну, какая подача бывает у некоторых людей. А также есть анонимы, которые просто побаиваются чего-то или же не хотят светиться, рассказывают какие-то ну, все, что происходит в стране, мы тщательно фильтруем это. Мы должны все равно как-то бороться с ними, те, которые оповещают нас какими-то такими негативными новостями, переходят на личности, оскорбляют, унижают и руководство, и простых комментаторов, людей, на людей нападают. Я считаю, что эти люди не патриоты своей страны. Я считаю, что эти люди работают на то, чтобы общество раскололось. Это тоже своего рода работа человека, он этим живет. Он живет этим негативом, он получает удовольствие от того, что он действует так на психику людей, вот, собирает такой негатив. И я не исключаю то, что этот человек работает именно на то, чтобы расколоть общество. Это нужно всегда подчеркивать. Поэтому я всегда призываю людей, благоразумных, адекватных людей, чтобы они не реагировали на таких грязных анонимов.
Нет сомнения в том, что социальные сети влияют на формирование личного и общественного мнения. То, что мы видим и читаем, то, что исходит от нас, создает наше мировоззрение, отражает мысли и поступки. Что такое Апсуара? Это ведь не только набор правил и догм. Это постоянная борьба с безнравственностью в себе и окружающем мире. На просторах абхазского Фейсбука есть немало позитивных и добрых групп. Аляса Кочахи, администратор сообщества памяти павших за Родину. Цель этой группы – рассказать подрастающему поколению о наших героях. Эту группу не я создавал, ее создавали ветераны войны. Я просто вовремя подключился и развил тематику группы до максимума. Это очень полезное дело, как раз таки отвлекающее от политики и вечных перепалок. В группе 4283 участника. Публикаций в 2 раза больше, уже около 12 тысяч процентов. 80 всей информации каким-то образом загружена именно мной. Но люди, конечно, комментируют, это им интересно. Раньше вообще эта группа была в авангарде абхазского Фейсбука. Почему этим занимаюсь? Энтузиазм и интерес к истории. Фейсбук, безусловно, информационное пространство с массой верифицированных СМИ со всего мира. Но когда мы говорим о нашем абхазском сегменте, немного доливает грусть. Абхазский Фейсбук – это отдельный случай. По большому счету, это для нас развлечение. Но у многих просто с серьезным лицом. Блогеры, громко сказано, скорее энтузиасты, с таким зачастую узким диапазоном мыслей и тем. В основном все в политику сваливается. К тому же многие пишут неграмотно. Просто в основном идет такой поток эмоций с капслоком. Интернет – это огромная библиотека, кладезь знаний, открытых для каждого человека. Однако нужно помнить, что любую сетевую информацию нужно фильтровать и не забывать о нормах и правилах поведения, которых мы стараемся придерживаться в обычной жизни. Эсма Голанзе, Абхазское телевидение.